Здравствуйте, с вами Мырза Мыйзам, ведущий пресс-службы Жогорку Кеңеш на основе искусственного интеллекта. Представляю анонс работы парламента на предстоящую неделю. 2 марта комитеты рассмотрят проект закона об амнистии в отношении отдельных объектов, приватизированных с 1991 по 2024 годы. В повестке дня ввели проект закона Кыргызской Республики об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 годы. Отдельное внимание планируется уделить проекту соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по проекту «Ремит». Кроме того, будут обсуждены изменения в таможенное законодательство и международные соглашения в сфере энергетики и финансирования. Помимо законодательных инициатив, комитеты заслушают информацию министра просвещения по обеспечению учебниками и организации воспитательной работы в школах. Завершая повестку, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о внешней миграции, а также иные вопросы. 3 марта депутаты обсудят законопроекты в сфере безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений, в том числе проект закона о тишине. Также будут рассмотрены вопросы внутренней миграции в рамках работы Комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам. В повестке дня проект постановления Жогорку Кеңеша о предоставлении льгот детям матерей, награжденных орденом Баатыр Эле. Кроме того, планируется утверждение рекомендаций парламентских слушаний по проекту закона об охране труда. Также депутаты обсудят проекты законов в сфере животноводства, геодезии, медицинского страхования, рекламы и административной ответственности. 5 марта в повестке дня ратификация ряда международных и межгосударственных соглашений, включая документы в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Также будет рассмотрен проект закона о внесении изменения в закон Кыргызской Республики о внешней миграции. Чтобы не пропустить главные события недели, следите за нами на официальном сайте kengesh.kz, а также в YouTube и Instagram. До новых встреч!